Госдума приняла в первом чтении законопроект о поддержке молодых специалистов. Согласно законопроекту, молодым специалистом будет считаться человек, который впервые трудоустраивается на работу по специальности вне зависимости от полученного ранее трудового опыта. Кроме того, будет введена еще одна категория – молодые работники. Как отметил председатель комитета по молодежной политике Артем Метелев, сегодня в стране проживают порядка 40 миллионов человек. Ежегодно из вузов выпускается 750 тысяч ребят. В Госдуму внесут законопроект о создании в школах медицинских кабинетов. Новой статьей предлагается дополнить закон об образовании в Российской Федерации. Согласно пояснительной записке, не во всех школах страны есть оборудованные медкабинеты. Не все они соответствуют нормам, не во всех постоянно присутствует врач. С целью контролировать ситуацию депутаты предлагают закрепить в законе положение о том, что ученики должны постоянно находиться под наблюдением медика во время уроков. Финансировать инициативу хотят за счет федерального бюджета. Ингушетия направила очередной груз строительных материалов в подшефный Токмакский район Запорожской области. Как отметил Махмуд Аликалиматов, от руководства города Молочанска поступила заявка, в которой было указано все необходимое для проведения восстановительных работ. В состав груза вошли трубы, генераторы, профнастил для восстановления ограждений и различных заборов, цемент, оцинкованные листы для восстановления крыш и кровельных покрытий. Депутаты приняли в третьем окончательном чтении закон, который разрешит сдавать жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе на короткий срок, только при условии соблюдения прав и законных интересов соседей. Изменения вносятся в жилищный кодекс. Документ был разработан во исполнение решения Конституционного суда. Также при сдаче квартир в наем должны будут соблюдаться права содержания общедомового имущества и в обязательном порядке использоваться приборы учета. Если права соседей будут нарушены, они смогут обратиться в суд. Руководитель федерального казначейства Роман Артюхин на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным рассказал об организации работы системы госзакупок. По решению президента доля участия малого и среднего бизнеса в закупках крупных компаний должна быть не менее 25%, что позволит оказать МСП хорошую поддержку. Как рассказал Роман Артюхин, новые цифровые технологии, применяемые в системе закупок, позволяют ускорить платежи и процесс заключения контрактов. В 2023 году уровень участия малого и среднего бизнеса в специальных торгах, где отведены квоты для малого и среднего предпринимательства, составил 28,8%. Госдума приняла в первом чтении поправки в Уголовный кодекс Российской Федерации. Документом вводится уголовная ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в совершение нескольких преступлений небольшой или средней тяжести. Виновному в случае окончательного принятия законопроекта будет грозить лишение свободы на срок от 5 до 8 лет. Сейчас наказание грозит за вовлечение несовершеннолетнего в преступную группу либо в совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, а также в совершении преступления по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды.